Продовжується ранок на телеканалі АТР у програмі «Саба». Час рубрики «Цей день в історії». 30 січня 1933 року, після відставки рейхсканцлера Німеччини Курта фон Шлейхера, президент Пауль фон Гіндебург затвердив лідера Націонал-соціалістичної робітничої партії Адольфа Гітлера на посаді канцлера. Цього дня 1948 року у Делі індуїстський фанатик-екстреміст Натурам Годзе, розлючений толерантним ставленням Ганді до мусульман, 3 пострілами з пістолета вбив 78-річного Мохандаса Карамчанда Ганді, політичного і духовного лідера Індії, що саме здійснював молитву за припинення в Індії міжрелігійної ворожнечі. Цього дня 1969 року британський гурт The Beatles востаннє виступив у своєму повному складі. Ліверпульська четвірка дала імпровізований концерт на даху своєї звукозаписуючої студії в Лондоні, котрий був припинений втручанням поліції. 30 січня 1972 року. Кривава неділя у Північній Ірландії. В місті Лондондері британські солдати застрелили 13 і поранили 17 беззбройних католиків, що брали участь у мирній демонстрації, яка проводилась на знак протесту проти британської політики переслідування ірландських націоналістів. Це викликало хвилювання по всій Ірландії. І 2 лютого, у відповідь за криваву неділю, в Дубліні було підпалено британське посольство. У квітні британський уряд оприлюднив висновки службового розслідування подій в Лондондері, за якими дії військових оголошувались повністю виправданими. 30 січня 1882 року народився Франклін Делано Рузвельт, 32-й президент Сполучених Штатів Америки. Він єдиний президент Сполучених Штатів, обраний на цей пост 4 рази. Програма «Саба» продовжується на телеканалі АТР. Вітаю у нашій студії наступного гостя. Це Ігор Тишкевич, політичний експерт. І будемо обговорювати демографічну ситуацію, яка склалась на сьогодні в Україні. Україна входить в 5 країн за скороченням населення. Цю кричущу тему ми б хотіли з вами зараз і почати обговорювати. Принаймні, за прогнозом ООН, до 2050 року населення України скоротиться на 18%. Пане Ігоре, наскільки ці цифри відповідають дійсності? В принципе, это так оно и есть. И чтобы в этом убедиться, достаточно просто посмотреть на возрастно-половую пирамиду населения, то есть структуру населения Украины. Этот график называется пирамидой, потому что, по идее, он должен выглядеть как пирамидка. В Украине это даже не елочка, это какое-то такое непонятное дерево с 2 кронами на очень тонкой ножке. Вот тонкая ножка – это количество молодых людей и детей. Поэтому вполне естественный процесс, что люди старшего возраста, они отходят в мир иной, а им на смену не приходит по большому счету никого. Это раз. Второе – это миграция. И третье – это вдобавок ко всему, это еще и продолжительность жизни, и состояние медицины, и военные действия. То есть много-много-много факторов. Скажіть, будь ласка, вам відомо, коли в останній раз був перепис населення в Україні? В 2001 году. Это тоже достаточно интересная вещь, потому что если сравнивать данные, даже есть доклад Организации Объединенных Наций, где даны цифры населения Украины на сегодня, с учетом Крыма. 44 миллиона, если не ошибаюсь, 200 тысяч. Они взяты на основании Укрстата и в том числе российская статистика, которая дает данные по Крыму, по населению, потому что он считает Крым украинским. А есть данные Укрстата. 42 миллиона, по-моему, 400. Но ведь странно, в Крыму живет, даже по украинской статистике, на момент начала оккупации жило вместе с Севастополем 2 миллиона 300 человек. Как-то арифметика уже тут не совпадает. А дальше, если начинаешь задавать вопросы, начинаешь пытаться считать, потому что, например, Укрстат считает вместе с оккупированными территориями, у меня тоже логичный вопрос, господа, а как вы там их получили? Там есть органы государственной статистики Украины, то получается, что данные Укрстата это скорее фантазии на тему, чем реальное количество населения. Плюс Укрстат в принципе не учитывает такого явления, как долгосрочная трудовая миграция. То есть не зарабичане, а те, которые уезжают по легальным контрактам надолго и вывозят семьи.
А от щодо міграційних прогресів, які останнім часом відбуваються дуже активно в Україні, принаймні, які чинники до цього призводять? Ну, самое простое это то, что демографическая яма в Украине, она не только в Украине. То есть сложная демографическая ситуация и в соседних государствах. Другое дело, что такое государственная политика. Государственная политика, это значит, если у тебя не хватает работоспособного населения для поддержания экономики, для сохранения тех же самых, хотя бы того же самого уровня социальных гарантий, ты думаешь, откуда его взять. То есть либо стимулирование рождаемости, но это долгосрочная программа, потому что рожденный сегодня молодой человек должен хотя бы еще вырасти. Либо привлечение мигрантов. И вот в таком случае страны думают, какие мигранты нам нужны с точки зрения, чтобы они работали, платили налоги, и в будущем, чтобы даже не столько они, сколько их дети нормально становились частью общества. Вот. Ну, по большому счету, скажем, слово ассимилировались. Поэтому даже вот если взять украинскую ситуацию, то смотрим и сравним. Европа принимает беженцев там, из Сирии, откуда-то еще. Да, они понимают, что часть этих беженцев, они в принципе не будут ассимилированы, но часть, она спокойно вольется в общество. Часть спокойно интегрируется. Берем соседнюю Беларусь. После начала оккупации Крыма я тогда писал, что в принципе Беларусь может использовать отток людей из Крыма для затыкания собственных демографических дыр. Так оно и получилось, только брали не крымчан, а брали в первую очередь тех, кто потом уезжал с Донбасса. Причем достаточно интересно, то есть для Лукашенко не нужны носители вот идей свободы, ему нужны люди, которые вроде бы и Майдан не хотят устраивать, но и русский мир им не тот. То есть Беларусь активно выгребала тех, кто вначале выехал в Россию, потом посмотрел, что в России не очень хорошо. Дальше выгребали те, кто может платить. Поэтому как раз таки вот в Украине возмущались, что в Беларуси на платных дорогах бесплатный проезд приравнен гражданам машины на донецких и луганских номерах. Почему? Эти товарищи выезжали. Но что интересно, их не интегрировали в общество на законодательном уровне. То есть им давали жить, пока у них есть деньги, либо, если они работают, то привязывали, скажем так, срок их проживания в стране, пока у людей есть работа. И таким образом, переварив через себя около 200 тысяч человек, Беларусь оставила около 40. При естественном падении численности населения в районе 17-18 тысяч в год, то есть Беларусь как минимум на несколько лет вперед, она себе сделала такой вот запасик из мигрантов, которые спокойно интегрируются в общество, потому что в Беларуси, кроме всего прочего, переселенцев из Донецкой и Луганской области, ну частично из Крыма, их ни в коем случае не допускают, чтобы они селились вместе. То есть никому не нужны національні деревні. А якого віку мігранти? Який вік мігрантів, які переважно покинув Україну? Которые из Украины едут. Из Украины как раз таки, вот, что для Украины очень плохо, что из Украины едет в первую очередь работоспособное население. То есть, по большому счету, в Украине остаются дети и старики. Потому что та же самая трудовая миграция, Беларусь это мелочь. Польша, она за последние годы выдала 1,5 миллиона рабочих виз. Чем отличается легальный работник от зарабатчанина? Что легальный работник, он спокойно интегрируется в общество. Легальный работник, он не будет пересылать деньги в Украину, потому что зачем? Он заберет с собой семью. И даже если из этих 1,5 миллиона хотя бы треть осела, то средний состав семьи это 3 человека. Муж, жена, ребенок. Вот мы получаем уже минус 1,5 миллиона. Это минимальные оценки. Это те люди, которые из Польши, они уже не вернутся в ближайшее время. Зачем? То есть, если ты работаешь, ты получил кредит, допустим, на жилье под 2%, а не 20%, у тебя нормальные условия, ребенок пошел в школу, куда ты будешь возвращаться? Вот, только на этот год Польша собирается выдать еще 2 миллиона рабочих виз. То же самое делают другие соседние страны. Чехия в несколько раз увеличила квоту на прием переселенцев из Украины, именно рабочих мигрантов. И если раньше отток рабочей силы был заметен в основном по Западной Украине, то сейчас, ну, вот был я на том же самом Днепровском экономическом форуме, и даже в Днепре предприниматели, владельцы бизнеса, они в качестве основной причины и основной проблемы для развития бизнеса, для развития экономики, они говорят, что нехватка рабочих кадров. Все, мы уже приехали. Вот. И это было заметно, вот, мы в Украинском институте будущего писали об этом на протяжении практически последних 1,5 лет, но, ну, как всегда
как всегда происходит, у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестит. То есть то, что писали, когда тренд начинался, но дальше сейчас это уже заметно, и можно было пытаться что-то делать раньше. Сейчас это уже будет сложнее. Я хотіла вас ще запитати, щодо у вас є статистика щодо працюючого населення, а щодо студентів, які навчаються? Вот это отдельное, потому что эта категория, она не попадает в статистику в принципе. Але це ж це можна вважати загрозою інтелектуального витоку? Тут с одной стороны да, с другой стороны нет. То есть тут все зависит уже, как говорится, от украинского правительства. Потому что, если я не ошибаюсь, то в 2015-2016 году, то есть правительство Яценюка, правительство Гройсмана в качестве своих приоритетов говорило про оптимизацию налоговой системы, про создание, скажем так, хороших условий для бизнеса и так далее и тому подобное. То есть много чего хорошего говорили. Соответственно, есть время, пока эти студенты учатся. Если к тому времени в Украине действительно будет, можно сказать, тепличные условия для молодого начинающего бизнеса, это в том числе и финансовая политика, это в том числе и политическая стабильность, это в том числе и работа законов, то тогда значительная часть из этих людей, она приедет назад в Украину, и это будет, наоборот, помощь экономике. Если же этого не будет, если мы и дальше будем просто продолжать говорить о том, что вместо того, чтобы реформировать экономику, мы будем там раздавать субсидии и так далее, играться в популизм, но в таком случае эти молодые люди не просто посмотрят, подумают, а зачем? Які фактори наразі, на зараз в Україні впливають на погіршення демографічної ситуації? Ну, во-первых, давайте, чтобы оценивать, насколько ситуация ухудшается либо улучшается, необходимо знать. Первый и основной фактор, то, что, увы, наше правительство не хочет знать. Я это еще раз повторяю, наше правительство не хочет знать. Почему? Последняя перепись населения проводилась в 2001 году. В прошлом году начали поднимать вопрос, что давайте проведем еще одну перепись населения. На что был получен ответ, что это дорого. Мы проводить не будем. И вот получаем, что Укрстат дает 42 миллиона. Например, Институт демографии и социальных наук дает оценку наличествующего в Украине населения в 36 миллионов. Мы когда подсчитывали у нас в институте, мы подсчитывали примерно тоже 35-36 миллионов. Это то, что есть сегодня. Из этих лиц половина это работоспособная, половина это старики и дети. Есть, минуточку, даже по тем, кто работает, официально либо неофициально. Тут тоже интересно, потому что есть государственная фискальная служба, которая учитывает налогоплательщиков. Есть, скажем так, Министерство соцзащиты, которое учитывает плательщиков ЕСВ. И есть другие органы. И вот самое интересное, что вот почему я говорю, что не хочет знать. Вот если посмотреть, просто задайте в Google, сколько людей работает в Украине, то от каждого ведомства данные разные. Но, господа, вы работаете в одном Кабмине. Вы, если даже эта цифра оценочная, вы между собой договориться не можете как-то. То есть, соответственно, каждый рассчитывает свою политику экономическую. То есть Минсоцполитика рассчитывает по социальной поддержке, фискальная служба рассчитывает, сколько может быть получено, скажем так, налогов, в том числе на прибыль физических лиц и так далее. И каждый рассчитывает, исходя из своей собственной базы. Но если мы решаем даже простейшее уравнение, как школьников учат 2 плюс 2, но если один ребенок вместо первой двойки будет иметь единичку, второй двоечку, третий пятерку, у каждого получится разное. А ми говоримо о плануванні розвитку країни. Тобто наразі не можна, тобто засновуючись на різних даних з різних інститутів, наразі точно не можна сказати... Можно сказать оценочно. То есть оценочно у нас есть различные государственные структуры дают количество пенсионеров от 11 до 13 миллионов человек. Различные государственные структуры дают количество плательщиков социального взноса, либо же работающих людей от 10 до 13 мільйонів чоловік. А загалом, от яка кількість населення в Україні зараз? От принаймні... Ми оцінюємо 35-36. Институт демографии социальных наук оценивает 36. Укрстат говорит 42. То есть кому верить, это уже решать вам. Вот. Но еще раз подчеркиваю, что Укрстат не учитывает вот тех же самых студентов, он не учитывает трудовую миграцию, и он каким-то образом умудряется подсчитать количество населения в ОРДЛО.
Мгм. Пане Ігор, скажіть, як ви вважаєте, які процеси мають відбутися, щоб поліпшити ситуацію, чи принаймні мігранти почали повертатися в Україну? Студенти зрозуміли, що можна отримувати якісну освіту в Україні. От що має відбутися? Трудовые мигранты – это люди, которые уже, скажем так, выехали, они уже почувствовали качество другой жизни. То есть, соответственно, даже с точки не буду говорить много, что нужно сделать, я могу сказать, что уже происходит. Уже происходит то, что цена рабочей силы, она растет. Цена рабочей силы, она растет, потому что иначе работника не будет. Владельцы бизнеса вынуждены будут увеличивать зарплаты. Но если ты увеличишь зарплаты без увеличения производительности труда, ты становишься банкротом. Вот. А производительность труда это не то, что мы понимаем, сколько я вкалываю, потому что вот смешно, что мы любим всегда ездить на картошку к родителям. Ох, как я там, скажем так, устал. Но при этом мы копаем пол-гектара земли лопатами. Это не производительность труда. То есть производительность труда меряется в том, сколько ты на этом заработал, а не сколько ведер пота с тебя вылилось. Вот. И производительность труда, самый простой пример, это вот недавно смотрел статистику Всемирного банка, например, мы говорим о внешней торговле. Скорость прохождения таможенных процедур. Вот сравнивал Беларусь и Россию снова-таки. В Беларуси средняя скорость 4 часа, в Украине 168. Вот вам производительность труда, показатели. Даже вот с точки зрения экспортно-импортных операций. И это будет дополнительное давление на правительство либо реформировать, либо второй вариант – это закрываться и пытаться сделать вот такое вот наше удельное княжество. Кто выехал, выехал, остальных максимально не пускать либо по финансовым, либо по другим причинам. И кормить сказками про то, что мы живем на Богом данной земле, наша земля самая чудесная, и просто враги и злыдни не дают нам стать самыми развитыми. У мене до вас ще питання щодо, чи є у вас, чи володієте ви статистикою про народжуваність і про смертність в Україні? Это, еще раз, статистика, это частично есть на Укрстате. Статистика есть в том же самом институте демографии. То есть это все есть. На сегодня Украина вымирающая страна. Есть, в конце концов, даже на открытых данных в интернете онлайн-ресурс, который показывает среднее количество родившихся и умерших в день, исходя просто из тенденции развития демографической ситуации. На сегодня, если говорить о естественном приросте, его нету. На сегодня Украина вымирает. Вот, причем она вымирает достаточно сильно, потому что одно дело это говорить о 20-25 миллионах людей, исходя из базы 42 миллиона наличествующих, а теперь подсчитаем с теми же самыми процентами, с той же самой динамикой, если мы берем за базу 36 миллионов. Невтішні цифри, на жаль. Да. Але будемо сподіватися на краще, сподіватися принаймні на державні процеси, які втрутяться у цю ситуацію і принаймні поліпшать її. Тут просто нікуди діватися придеться. Ігор Тишкевич, політичний експерт, був гостем ранку. Ще експерт Українського інституту майбутнього. І ще експерт Інституту майбутнього. Дякую, що прийшли. Далі продовжує. Дякую, що були з нами цього ранку на телеканалі АТР у програмі «Саба». Інформаційний день продовжується. Всього найкращого. До завтра.